Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра. С 7 до 8:30 в эфире радио Крым Реалии программа «Ранкова Свобода» от Радио Свобода, с 8:35 до 10:00 радио Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, жители материковой Украины по телефону 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали! Тема дня. В подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма явились Ольга Кавитиди, Сергей Цеков, как ранее Сергей Аксенов. Все они были допрошены по так называемому делу Чийгоза. Заместителя главы Меджлиза Ахтема Чийгоза судят по обвинению в организации массовых беспорядков у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. О чем говорили на суде российские сенаторы и как их свидетельства повлияют на приговор Ахтему Чийгозу, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Репортаж. 26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч человек. В тот день состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоящих им пророссийских активистов. Организаторами выступили Меджлис во главе с Рифатом Чубаровым и партия «Русское единство» во главе с Сергеем Аксеновым. В результате столкновений тогда погибли 2 человек. Из-за этого уже после аннексии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Одного из активистов, замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза, российские силовики задержали в ходе допроса в январе 2015 года. Кроме Чийгоза, тогда арестовали еще 6 крымско-татарских активистов. Из них уже 2 года ждет приговора в СИЗО только Чийгоз. Али Асанов и Мустафа Дигерменджи находятся под домашним арестом. Российская прокуратура Крыма обвиняет Ахтема Чийгоза в организации массовых беспорядков с причинением насилия и уничтожением имущества. Эта статья грозит Чийгозу лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Чийгоз с неустановленными следствием лицами, находясь в здании, расположенном по адресу Автономная Республика Крым, город Симферополь, улица Шмидта 2, действуя умышленно с целью срыва внеочередного заседания депутатов Верховного Совета, на котором планировалось рассмотреть вопрос о назначении общекрымского референдума, разработали преступный план об организации массовых беспорядков в здании Верховного Совета при следующих обстоятельствах. Согласно вышеуказанному преступному плану на Чийгоза возлагались функции по подысканию лиц из числа объединения граждан Меджлис крымско-татарского народа и приверженцев данного объединения. Остальным активистам инкриминируется только участие в беспорядках. Позднее российское следствие разделило так называемое дело 26 февраля на 2 разных производства, одно из которых касается только Чийгоза. Среди тех, кто давал показания против Чийгоза, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, российские сенаторы от аннексированного Крыма Ольга Кавитиди и Сергей Цеков. Следствие отказывает любым другим свидетелям в допросе. В мае глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, что готов дать свидетельские показания на российском суді по делу Чийгоза. Я є одним з тих людей, які можуть дати об'єктивні свідчення, тим більш моє прізвище в кожному засіданні і десятки, якщо не сотні разів. Законодавство Російської Федерації передбачає механізм такий, який нібито гарантує, вони цього називають імунітетом, на момент мого перебування за умови, що вони мене офіційно викличуть. І я не можу не дати згоду на те, щоб скористуватися таким правовим механизмом. Однако российское следствие отказалось удовлетворить ходатайство адвокатов на получение разрешения для посещения заседания главой Меджлиса. Адвокаты Ахтема Чийгоза называют это дело политически мотивированным. Валерия Максимова для Крым Реалии. Репортаж.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии, и с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, вы меня слышите? Да. Доброе утро. Мы уже столько раз говорили о политической составляющей дела над Ахтемом Чийгозом, что мне бы хотелось переключить наше внимание скорее там на личностный аспект. По вашему мнению, почему он один-единственный из всех, кого обвиняют по делам о массовых беспорядках, находится под стражей, в то время как остальных отпустили под домашний арест? Начнем с того, что Ахтем Чийгоз является заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа, председателем регионального меджлиса одного из крупнейших регионов в Крыму, одного из многочисленных, Бахчисарайского. Поэтому ведь задача в первую очередь ставилась именно по нейтрализации самой структуры Меджлиса крымско-татарского народа. Были попытки переформатирования, когда они завершились крахом, решили, что для переформатирования, наверное, нужно убрать нескольких лидеров таким вот образом, через, так скажем, правоохранную систему, под видом благопристойным, якобы соблюдения законности, а потом попытаться переформатировать. Эти попытки не увенчались успехом, потому что действительно национальный орган, он не строится на авторитете одного человека, поэтому все их попытки оказались тщетные. И сегодня уже идет попытки замены структуры Меджлиса, там типа того, что в свое время немецкая Германия делала, там мусульманские комитеты, еще что-то. Сегодня такая же аналогия, и вообще действия очень напоминают действия тех времен. И еще один вопрос, который связан с личным аспектом этого дела. Как мы знаем, заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгоза предоставили все-таки возможность после неоднократных просьб, напоминаний, призывов увидеться с тяжело больной матерью. Как написал Николай Полозов, его адвокат, Ахтема Чийгоза сегодня, это я цитирую его запись, привезли в Бахчисарай, он смог попрощаться с умирающей матерью, спасибо всем, кто помогал и переживал. А журналист Антон Наумлюк написал: в это время в суде началось заседание, официально связь наладить не удалось, на самом деле Чийгоза не было на месте, когда он вернулся, понадобилось еще 20 минут, чтобы он принял лекарство и пришел в себя. Попросил благодарить всех, кто принял участие во встрече, всех людей, к которым он обращался, добавил Наумлюк. В связи с этим у меня к вам такой вопрос: вот почему российская власть в Крыму сначала отказывала, а потом все-таки смилостивилась и соизволила дать возможность, Чийгозу увидеться с матерью. В чем, по вашему мнению, в чем причина такой резкой смены курса? Скажем так, во-первых, это давление международного сообщества, но это же действительно, это пытки против человечности, поэтому и обращение и к омбудсменам и Украинской, и Российской Федерации, в том числе и Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, когда уже невозможно говорить, что мы не стоим на страже законности, порядка, человечности. То есть, если уже в этой ситуации, после таких обращений, не было бы того жеста, когда на 10 минут Ахтема Чийгоза привезли к умирающей матери, это было бы вообще сверхжестоко, поэтому решили хотя бы малым уступить, как говорится. Заир, я прошу вас оставаться на связи с нами, а теперь мы включаем в студию Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. Доброе утро, Рифат. Доброго ранку. Мы как раз говорим о деле Ахтема Чийгоза, о том, как развивается оно в последнее время. Тут буквально у нас одна за одной две новости. Во-первых, российские сенаторы приехали, во-вторых, ему позволили увидеться с тяжелобольной матерью. У меня в связи с этим к вам несколько вопросов. И первый, будете ли вы продолжать предлагать свои свидетельские показания российской власти, так называемой в Крыму, или после первого отказа вы считаете, что в этом больше нет необходимости?
Я вже надав передбаченому українським законодавством і міжнародними нормами свої свідчення адвокату Миколі Полозову в інший спосіб письмовий, він закріплений, і аудіо, і відео спосіб. Це для того, щоб вони могли бути використані в ході судового процесу. В той же час я маю намір відгукнутися на запрошення чи на прохання захисту Ільми Умерова, оскільки знаєте, що ще над одним заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільми Умеровим продовжується так зване судове засідання. І якщо захист до мене попередньо вже звернувся з тим, чи можу я приїхати, якщо буде таке прохання, і я відповів поки що усно, що в такий спосіб, який передбачений російським законодавством, Росією, яка окупувала Крим, тобто згідно статті 456 Уголовно-процесуального кодексу, я можу дати таку згоду. Как вы думаете, согласится ли российская власть выслушать вас по делу Ильми Умерова, или снова будет ожидаемый или неожидаемый отказ? Ну, мені зараз важко передбачити, бо дуже непередбачувана окупаційна влада, вона буде робити виключно виходячи з власних інтересів, а вони полягають в тому, щоб неправду з'ясувати в ході цих так званих судових засідань, а засудити людей, які не підкорилися окупації Криму, засудити в особі Ільми Умерова, Ахтема Чийгозова, практично всех крымских татар. И последний к вам вопрос. На так называемом суде по делу Чийгоза выступали так называемые российские сенаторы от Республики Крым, Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. По вашему мнению, для чего было нужно участие российских сенаторов? Это такая форма пиара или что-то другое? Це дуже добре, що ви так поправилися, сказали так звані російські сенатори. Для нас вони є злочинцями, це дійсно злочинці і Ковітіді, і Цеков, бо вони мали певні статуси в самий момент нападу Росії на Україну, вторгнення російських військ. Вони зрадили державі і вони мають за це відповідати як злочинці. Так, їх запросили як очевидців тих подій, які були 26 лютого 2014 року. Я знаю, що ані Цеков, ані Ковітиді, вони не змогли дати прямих показів проти Ахтема Чийгоза, але проте вони сказали, що і один, і друга називали головними, з їх точки зору, винуватими в тих подіях Рифата Чубарова, вибачте, тобто мене, пана Сенченка, і от вони бачать нас головними теми виноватыми в тех подиях. Большое вам спасибо за ваше мнение, спасибо, что включились к нам в эфир. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Напомню, что с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Но перед тем, как продолжить разговор с ним, давайте мы послушаем адвоката Николая Полозова, по мнению которого суд практически закончил допрос свидетелей обвинения, и в скором времени будет допрошен Заур Смирнов, и уже в июле ожидается приговор Ахтему Чийгозу. О том, как прошел процесс Ковитиди, рассказал сам Николай Полозов. Давайте его послушаем. Точка зрения. Она довольно в экспрессивной манере, фактически воспринимая, наверное, судебную трибуну как парламентскую, живописала события того дня. Она сказала интересную деталь о том, что, по ее словам,
активные действия митингующих по отношению друг к другу начались после того, как внутренний двор покинули сотрудники милиции. Она немного запуталась, потом сказала, что события были следующим образом. Сначала ушли сотрудники милиции, потом начались активные действия, после этого прибыло подкрепление из Севастополя. В целом, конечно, до конца допрос свидетеля Кавитиди нам, к сожалению, провести не удалось из-за регламента работы суда и времени. Но по словам судьи, который будет уточнять у Кавитиди возможность участия в дальнейших судебных заседаниях, в какое-то ближайшее время будет в ходе судебного заседания продолжен допрос свидетеля Кавитиди. Точка зрения. Также, по его словам, она свидетельствовала, что сторонники Меджлиса, цитирую, выступали на митинге с зелеными знаменами с трезубцем, хотя известно, что крымско-татарский флаг голубого цвета с желтой тамгой, никаких зеленых знамен ислама на митинге в этот день, по крайней мере, на фото и видео не было. Она также сказала, что были флаги правого сектора, хотя не уточнила, как именно они выглядели, сообщил адвокат. И мы возвращаемся к разговору с Заиром Смедляевым. Сенатор Ольга Кавитиди и ее выступление в суде, если вообще можно поставить вопрос таким образом, сыграет против Ахтема Чийгоза или все-таки будет использовано как аргумент в защиту его? Ну, я сейчас просто хотел продолжить одну мысль, а потом перейду к этому вопросу. Я думаю, что те показания свидетельские, которые дал Рифат Чубаров письменно, аудио и видео, в суде просто откажутся приобщить, потому что им это не нужно. А то, как себя вела Ольга Кавитиди, ну, это понятные вещи. Дама хочет пиариться, она забыла, что находится в суде, решила сделать какие-то громкие заявления. То, что ей там мерещилось, казалось, какие-то зеленые флаги, ну, может быть, у нее и дальтонизм, и со зрением проблемы. Ну, главное, что, ну, может быть, там еще более глубокие проблемы, но это врачи, наверное, скажут об этом. Вот в настоящее время Заур Смирнов на судебный процесс не явился. Он, оказывается, опять, как всегда, самый занятый человек в Крыму. Только он один работает. Аксенов даже приехал, уважил суд, как говорится, дал показания, причем против Ахтема Чийгоза ничего там существенного не заявил. А Заур Смирнов вот второй раз уже с успехом игнорирует судебное заседание. И вот по этому поводу, кстати говоря, очень интересно вспомнить, что заявляла сама Ольга Кавитиди у стен Крымского парламента 26 февраля 2014 года. Давайте ее прямую речь послушаем. Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог вести свои войска. И так, как мы слышали, Ольга Кавитиди совершенно недвусмысленно высказалась за единство автономии Крыма в составе Украины, за то, чтобы никто никуда свои войска не водил, а вот теперь вот оно вот так вот получается. По вашему мнению, это какое-то такое особенное искусство буквально за 3 года изменить свою точку зрения, которое присуще только Ольге Кавитиди, или это какой-то такой системный тренд? Ну, вообще, есть люди, которые меняют не одну партию, не одну точку зрения. Она тоже здесь не является исключением. Их немного, но они есть. То же самое, такие заявления такого же плана делал Сергей Аксенов. Они тоже есть в студии АПР, где он четко говорил о том, что он является проукраинским политиком, он за сохранение территориальной целостности Украины. То есть, ну и буквально в тот же день его выступления, они тоже ничем не отличались от выступления Ольги Кавитиди. Но действия потом, это говорить о быках и сражаться с быками, это не одно и то же. Кстати, по словам того же Николая Полозова, во время своих свидетельских показаний
Ольга Кавитиди описала Чийгоза, цитирую, как человека с мегафоном, который что-то говорил на крымско-татарском языке, которого она не понимает, и после чего митингующие начали более агрессивно и активно действовать. По ее словам, на голове у Чийгоза был национальный головной убор, и якобы Чийгоз находился неподалеку от Чубарова. Могу сразу отметить, что указанные факты не подтверждаются вещественными доказательствами, видеозаписями и фотоматериалами, которые были исследованы судом, и, честно говоря, на лицах судей, которые слушали выступление свидетеля Кавитиди, нет-нет, да и возникала улыбка. Конец цитаты, Николай Полозов. В связи с этим вот вопрос, вот эта вот улыбка, которую разглядел адвокат на лицах судей, о чем она может свидетельствовать? Или это просто такое вот, ну, просто так? Ну, я еще раз говорю о том, что у этой дамы, ну, что-то всегда мерещится и кажется. Тот, кто был в национальном колпаке, он еще был с бородой, это был Заир Смедляев, это был я. И мегафон был у меня, и микрофон потом. И она пыталась вырвать его и там произнести какую-то пламенную речь. Это был я, а не Ахтем Чийгоз. Пусть она хотя бы перед тем, как давать показания против Ахтема Чийгоза, ознакомилась бы, кто такой Ахтем Чийгоз, кто такой Заир Смедляев, как они выглядят, как они были одеты. А сейчас это просто пришла, чтобы дать ложные показания, заведомо ложные показания в суде, под присягой, под клятвой. Ну, ясное дело, человек, изменивший присяги один раз, может это сделать много раз. Так же, как рассказал Николай Полозов, российский сенатор от аннексированного Крыма, так называемый, конечно, Сергей Цеков, не дал показаний против Ахтема Чийгоза. Он сказал, что ему ничего не известно о деятельности Чийгоза, об организации так называемого преступного плана, непосредственно о деятельности Чийгоза 26 февраля у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. Зато нам кое-что известно о том, что говорил сам Сергей Цеков до так называемого референдума. Давайте его послушаем. Если человек в вопросе говорит, что я бы хотел, чтобы Крым был в составе России, это в определенной степени внутренний сепаратизм. Но одно дело внутренний сепаратизм и внутреннее желание, а другое дело конкретные действия. Действий с нашей стороны нет. Понятно, что этот конфликт, это решение привело бы к конфликту между Россией и Украиной. Вот эти все территориальные вопросы, в этом отдают отчет все, в том числе и я, что это серьезный конфликт. Кровь, это гибель людей, понимаете, это страдания большие. Это долгое время, может быть, непризнание того, что произошло бы. Знаете, серьезные политики толкнуть свой собственный народ на такие решения и испытания не может. Я себе такой отчет отдаю. Итак, мы слышали, что Сергей Цеков говорил о том, что оккупация и аннексия обернется непризнанием и пролитием крови. Он оказался на 100% прав, но вот внезапно теперь говорит совершенно другие вещи. И завершая нашу программу, у меня к вам будет последний вопрос. По мнению Николая Полозова, уже в июле ожидается приговор Ахтему Чийгозу. Как вы думаете, действительно ли российский суд управится к середине лета? И если да, то на какой приговор можно рассчитывать? Ну, по срокам можно здесь, скажем, это может быть июль, это может быть август. А касательно того, что приговор однозначно будет и будет, что неоправдательный, несмотря на то, что никто не смог доказать вины Ахтема Чийгоза, потому что он ни в чем не виноват, но, тем не менее, раз его арестовали, значит, и он уже свыше 2 лет находится в тюрьме, значит, его нужно признать виновным. В России не принято признавать свои ошибки и извиняться. Сегодня, кстати, здесь в 2 часа будет в этом же суде избирать мера пресечения, то есть продолжение ареста гражданина Украины, афганцу по происхождению, которого подозревали в каком-то терроризме, потом якобы его Интерпол разыскивал. Ну, а оказалось, что его Интерпол не разыскивает. Но теперь извиняться никто не хочет, и он уже тоже около полугода находится в тюрьме. Поэтому однозначно будет обвинительный приговор. Может быть 5 лет, может быть больше, но не меньше. Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что включились к нам в эфир. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа, с которым мы, и в том числе при участии Рифата Чубарова, обсуждали вопрос о грядущем наказании, о грядущем приговоре так называемого Верховного суда России в Крыму,
прошу прощения, Российского Верховного суда Крыма по делу Ахтема Чийгоза. На этой неделе у нас есть две новости, связанные с этим. Во-первых, приезд российских так называемых сенаторов от Республики Крым, которые так и не смогли ничего внятно свидетельствовать против Ахтема Чийгоза, во-первых, и, во-вторых, его свидание с тяжелобольной матерью. Это радио Крым Реалии. Услышимся. На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. 100,7 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном. Крымчане имеют право знать.